Мне совсем не верится, что уже близок момент, когда календари всего мира перелеснутся, и последняя из 4 цифр из двойки превратится в тройку. Привет, Коми! В эфире предновогодняя, но все такая же информационно-развлекательная программа «Студия 11». Сегодняшние наши минуты будут наполнены озорным смехом, искрящимися огоньками и хлопушками. Что именно я зашифровала в этой метафоре, узнаем из анонса. Создаем сами о секретах формирования новогоднего настроения. Победители чемпионата Обилимпикс, как наши показали себя в Москве. Планетные метаморфозы об эволюции Земли в программе «Коми Инкогнито». Некоторые радуются предстоящему празднику так сильно, что другие волей-неволей задумываются. А откуда в этих ребятах столько пыла? Где раздают это самое новогоднее настроение? Если вы размышляете как люди со второго лагеря, я открою вам секрет. Новогоднее настроение не появляется само собой, оно формируется нами же. Итак, вот несколько лайфхаков, которые ускорят процесс его создания. Отправьте друзьям из других городов открытки. Выберите тематические карточки, подпишите каждую и смело отправляйте по всему миру. Одно осознание того, что к друзьям спешит написанное на бумаге послание, должно добавлять 100 очков к ожиданию праздника. Еще вариант. Выучите новогоднюю песню. Звенит январская вьюга, новогодняя, дискотеки «Авария». Расскажи, Снегурочка, из «Ну, погоди». Эти или другие новогодние гимны буквально раздувают праздничное настроение. К тому же вы можете подарить радость людям, которые случайно услышат, как вы напеваете их себе под нос. Идем дальше. Испеките печенье. Причем неважно, делали вы это раньше или нет. Берите первый понравившийся рецепт и вперед. А в большой компании делать это намного веселее. Ну и, конечно, выберите своим родным и близким подарки. Украсьте елочку. Продумайте меню новогоднего стола. Ведь из всех этих мелочей и слагается праздник. Объединенный национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс» в Москве был покорен умениями команды из Республики Коми. Для информации, в нем приняли участие более 1000 конкурсантов из 78 регионов. Первое место в компетенции «Прикладная эстетика» заняла Диана Руснак. Призовое место в компетенции «Робототехника» занял Виктор Трофимов. Сегодня они в нашей студии. Ребята, приветствуем вас. Здравствуйте. Диана, вы ездили в Москву. Да. Как все прошло? Было замечательно, волнительно, конечно, вот. Но собрала свои силы, все, и вот выиграла первое место. Я даже не ожидала просто. Да, я думаю, эмоции были невероятные. Да, эмоций, конечно, очень были много. Вот. Конечно, наставники были очень хорошие, вот, помогали, подсказывали. Вот. Но, естественно, я очень доверилась, мне было уверена в себе и вот выиграла первое место. С чем мы вас поздравляем. Виктор, вы же в противовес Диане остались здесь, в Сыктывкаре, в Москву не поехали, не полетели. Дома легче ли? Дома было легче. Не было ощущения соперничества. То есть мы просто сидели, сделали свою работу, ушли, перешучивались с мастерами. И как-то я даже сразу не поверил, что я занял второе место. Понятно. Какого робота вы сделали? Который с 3 колесами захватывает мячик и способен поднимать манипулятором его наверх и вниз. Диана, гостиный двор стал площадкой для проведения Обилимпикса в Москве. Ваша компетенция – это прикладная эстетика. Вы делали массаж. Да. То есть как все это выглядело, эта локация? Ну, сначала я делала, их было 2 модули. Первый модуль – это был косметический уход за лицом. Надо было показывать, как надо ухаживать за лицом, как правильно нанести косметические средства. А второй модуль – это мы делали массаж спины тоже, чтобы было тоже приятно людям было. Вот. Я знаю, что моделью ваша мама стала. Да. Я думаю, ей было очень приятно посмотреть, что же все-таки, чему дочь научилась. Вы на кого учитесь сейчас? Вот я знаю, что вы оба студенты, второкурсники колледжа сервиса и связи. Вот какая ваша специальность, например? Наладчик обработки цифровой информации. Ну, то есть, в принципе, у вас пересекается с робототехникой? Только в части компьютера, то есть настройки. А сама эта тема вам интересна? Довольно, да. А вы на кого учитесь? Я сейчас 2-й курс. Учусь на документационное обеспечение управления и архивоведения. Вот.
Это совсем не вяжется с эстетикой. Почему решили именно вот это направление выбрать? Ну, во-первых, я когда первый раз поступила, сначала первый курс, вот, я даже сама не знала, куда еще поступить, но я решила попробовать на документоведа. Вот. Ну, мне нравится заниматься с документами, вот это, там, приказы, распоряжения вот, писать. Вот. И вот получилось так. И в следующем чемпионате Белипси хочу попробовать на эту профессию участвовать. А так, по поводу прикладной эстетики, мне Ольга Анатольевна предложила мне поучаствовать в чемпионате Белипси по прикладной эстетике. Я думала, почему бы не отказываться. Я вот решила попробовать. Но для меня это очень интересно. Какие вы разносторонние, ребята, это на самом деле очень здорово. Вот свою жизнь с робототехникой, Виктор, вы бы связали? Скорее всего, да. Ну, Я сейчас считаю, это очень что актуально. Это очень, да, актуальная тема. Это будет развиваться и дальше. В ближайшие 10-15 лет 100%. В этом, на самом деле, вы правы. И давайте так подытожим, что вам дало участие в Обилимпиксе? Ну, налоговый Белипси, для меня было, конечно, очень интересно. Вот. И мне очень понравилось. У меня как будто вот это Белипси стал мне уверенно в себе. И сколько силы, и вот. Я очень довольна этого. А вам, Виктор? Во-первых, эмоции. У меня были очень бурные эмоции, когда я узнал, что я занял 2-е место. Мы с мастерами даже сразу не поверили. Дало знакомство. Очень много людей, очень хороших. Ну что ж, мы вас еще раз поздравляем с тем, что вы так достойно показали Республику Коми на этом чемпионате. Идите к своим целям, неважно, по какому направлению ваша жизнь продолжится. Я больше чем уверена, что все будет хорошо. С наступающим вас Новым годом, друзья! Спасибо вас тоже, с наступающим, с Новым годом! С чистого листа мы все хотим начать Новый год. И касается это не только каждого из нас, но, не поверите, даже государственных структур. Да я серьезно говорю. Вот, например, Росреестр сообщает об изменениях. А каких именно, узнаем из нашего следующего материала. Заявление о невозможности проведения регистрационных действий без личного участия правообладателя получает у нас сегодня широкое распространение. Его смысл заключается в том, что любой заявитель может написать заявление и сообщить управлению Росреестра, что без его личного участия нельзя совершать сделки. И в этом случае, если придет лицо по доверенности, мы приостановим регистрацию либо откажем. И если сегодня такое заявление можно подать только через МФЦ, либо получив платную электронную подпись, то с 1 января 2023 года это можно сделать совершенно бесплатно, не подписывая электронной подписью, но подав заявку через личный кабинет на сайте Росреестра. Ученым всегда было любопытно, как же появилась наша планета и как она менялась с течением времени. Эволюцию Земли изучает и наш Институт геологии. Новая программа из цикла «Коми Инкогнито» расскажет о загадках, которые хранят недра нашей республики. На Урале встречаются уникальные породы, возраст которых 3 миллиарда лет. Вот этот образец. По словам исследователей, практически они могут наблюдать всю историю Земли, начиная с самого образования и заканчивая современностью. В горных системах земная кора вывернута наизнанку. Действительно, здесь встречаются породы, которые находились и сформировались на глубинах 10, 20, 30 километров, которые имеют очень древний возраст. Наши геологи изучают глубинное строение Европейского Северо-Востока, чтобы понять, как и в каких условиях образовались полезные ископаемые. Как же ученые исследуют породу? Вот на такой установке она дробится, а здесь ее разрезают и шлифуют. Вот идет тонкий процесс изготовления образцов. Вырезается тонкий шлиф, затем образец заливают в эпоксидную смолу и шлифуют до блеска. Ну вот, собственно говоря, мы включаем полированный образец. Для обывателя это всего лишь камень. Для геолога это образец горной породы, который он привез из экспедиции. Затем эти горные породы готовят к исследованиям. А вот так выглядит образец для исследований. Это тонкий спил или шлиф горной породы. И вот такую картинку геолог видит под микроскопом. О том, что скрывают наши недра, расскажет программа «Коми Инкогнито» сегодня в 20:00 на Юргане и завтра в 17:45 на ОТР.
Половина информации со знаком плюс от команды программы «Студия-11» уже украсила эфирную елку. Что ж, работа еще есть, но к ней приступим после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, земляки! Согласитесь, мы с вами всегда легко, тепло и непринужденно проводим время. В этом и есть прелесть нашего общения. Нам всегда есть о чем рассказать, а вам послушать. Особенно в преддверии Нового года. Чем будет богата вторая часть нашего эфира, сейчас расскажу. Всем возрастом покорный. Пилатес для тех, кто мудрее среднего возраста. Символ года. Как встретить кролика календарного и как ухаживать за настоящим. Сама слышу, как люди друг друга уже вовсю поздравляют. На остановке женщина говорит приятные слова невидимому собеседнику на другом конце провода. Кто-то случайно встретился на улице, и вот они обмениваются теплыми пожеланиями на 2023 год. А некоторые праздничную весточку передают через эфир нашего телеканала. Здравствуйте, дорогие жители Республики Коми. От всей души хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Конечно же, пожелать вам здоровья, счастья, любви, благополучия в семье и, конечно же, веселого застолья. С праздником! Дорогие односельчане, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю всего самого хорошего в этом году. Доброго, здоровья всем. Ну, и счастья. Здоровья, счастья всем желаю. Всей Республики Коми. Всех с Новым годом, с Рождеством Христовым. Всем счастья, радости. Дорогие наши родные, бабушки, дедушки, сестры, братья, хотим поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам крепкого здоровья, достатка, благополучия. И всего самого наилучшего, чтобы все мечты сбылись в следующем году. Поздравляем! Желаю, чтобы у всех было все хорошо. И чтобы Новый год был самым таким хорошим, чтобы все получилось, и чтобы было в доме тепло и добро. Всем желаю счастья, здоровья, успехов в труде, в личной жизни. Желаем всем здоровья, счастья в новом году. А самое главное, берегите себя, своих близких и справляйте праздники хорошо. Нашему телу просто необходима постоянная и непрерывная забота, ведь от этого и зависит здоровье. Особенно чувствуется это в пожилом возрасте. К сожалению, нашим бабушкам и дедушкам труднее выполнять упражнения, которые для молодых абсолютно никакой трудности не представляют. Более того, некоторые тренировки старшему поколению противопоказаны. Но не стоит расстраиваться. Андрей Кабишев отправился на спортивное занятие, которое щадит тела и нервы. Светлана, здравствуйте. Добрый день, Андрей. Я честно признаюсь, всегда думал, что пилатес – это занятие все-таки для старшего возраста. Так это или нет? Нет, совсем не так. Многие очень думают, что это так, но многие молодые, которые приходят на тренировку по пилатесу, говорят, что легче сделать 100 приседаний, чем вот это все. А что сложного вот в этой тренировке? Идет работа в статодинамическом режиме. Это достаточно сложный Давайте режим. попроще. Что такое статодинамический режим? Медленное, плавное движение, как в замедленной киносъемке. Представьте, что вы руку поднимаете не быстро, рывком усилием, а плавно, медленно, мягко, за счет усилий постепенного сокращения мышечных волокон. Причем надо еще следить именно за положением тела в пространстве. Вот это самое сложное, наверное. Я знаю, что вы тренер не только по пилатесу и по другим видам фитнеса, да? Да. Чем именно пилатес вас привлек? А вот
тем и самым, что, ну, я считаю лично, что пилатес – это своего рода азбука фитнеса. И если бы была такая возможность, я бы очень многим порекомендовала именно попробовать с пилатеса. То есть, если вы походите на тренировки по пилатесу, вы научитесь, как правильно выстраивать тело, научитесь правильную технику выполнения упражнений сохранять и стабилизировать именно поясничный отдел позвоночника, в котором наибольшие проблемы, как правило, возникают. Как проходят тренировки по пилатесу и сколько, кстати, они идут по времени? По времени тренировка, как и любая фитнес-тренировка, у нас идет 55 минут. А вообще, главное, конечно, регулярность. Но это в любом виде фитнеса, да, любая тренировка должна быть регулярной. Только после регулярных тренировок вы почувствуете именно максимальное улучшение, какие-то сдвиги. А как проходит тренировка? То есть вы начинаете с разминки, да? Да, естественно, обязательно у нас разминка, потом основная часть. И, как правило, когда у меня уже группа достаточно давно занимается, мы даже уже делаем некоторые акценты, да, в той или иной тренировке. И берем, естественно, оборудование. У нас пилатес — это не просто вот руками, ногами помахать. А что еще? Коврик, да? Фитболы, большие мячи вот у нас есть, тоже здесь представлены. Амортизаторы различные, кольца изотонические, резины-амортизаторы разные. И также медболы и вот маленькие мячики. У нас достаточно много оборудования. Вот давайте поговорим про противопоказания. Кому противопоказано заниматься пилатесом? Ну, собственно говоря, противопоказания такие же, как ко всем другим видам фитнеса. Это, естественно, противопоказания врача в первую очередь. Если жестких противопоказаний нет, то упражнения пилатеса, наоборот, показаны. Да? Даже сейчас говорят при и грыжах, и протрузиях позвоночника, а особенно с искривлением осанки, сколиозами, проблемами с суставами, да, и так далее. То есть, пожалуйста, милости просим на пилатес. Только еще скажу, обязательно проинформировать тренера. Тренер должен знать о проблемах. То есть тренер должен знать о проблемах и наставлять вас, да? Да, конечно, конечно. Обязательно ко мне должны подойти. Здорово, друзья. В общем, занимаемся пилатесом. Пилатес – это и тонус мышц, и красивая осанка, и хорошее настроение. Светлана, огромное спасибо за тренировку. Все круто, все классно. Всего доброго, успехов. Петюня, на удачи. И будьте здоровы. Новый 2023 год пройдет под покровительством черного водяного кролика, который любит мир и покой, размеренный темп жизни, приятное общение с друзьями, романтику, а еще он отличный семьянин. Потому, если вы верите во влияние гороскопов на вашу жизнь, встретить его нужно в атмосфере уюта, домашнего очага в компании самых близких и родных. А что касается праздничной одежды, гардеробная палитра в этом году будет как никогда широкой. Черный, синий, зеленый, терракотовый, горчичный и так далее. А вот от натурального меха и животных принтов лучше отказаться. Такие решения могут спугнуть символ наступающего года и вместе с ним, по заверениям астрологов, и удачу. От предпочтениях кролика не календарного, а вполне себе настоящего мы поговорим с заводчицей этих милых пушистиков Юлией Сирак. Юлия, здравствуйте, приветствуем вас в нашей студии. Есть такая тенденция, по моему мнению, достаточно нехорошая, что в преддверии года какого-либо животного, кроме дракона, потому что дракона, к сожалению, не подарить, очень часто новогодние подарки становятся живыми. Вот по вашему мнению, эта тенденция плохая, хорошая? Но я так думаю, что это плохая тенденция, потому что все-таки это живое существо, для которого нужны определенные условия, уход, питание. То есть на это нужны большие затраты, чтобы человек был готов к этому. Не так просто, чтобы подарил животное, а человек не готов. Во-первых, может быть аллергия. Очень часто на животных возникает аллергия. Вот если вот говорить о правилах ухода, очень многие думают, что ну вот заведем себе кролика, он меньше, чем та же самая кошка или собачка. Да, если говорить о декоративных, значит и затрат будет меньше. Вот вы уже сказали, что это не совсем так. Помимо самого кролика, что еще нужно организовать питомцу? Ну, для содержания карликового кролика нужно обязательно клетка. Клетка должна быть большая, от 80 сантиметров в длину, либо очень хорошим вариантом будет вольер.
Клетку также нужно оборудовать, то есть поставить лоток. Кролики очень хорошо приучаются к лотку, они ходят в лоток. Нужна шариковая поилка, с которой будет кролик пить. Тарелка. Тарелку лучше брать керамическую, потому что пластиковые кролики переворачивают. И нужна еще сенница, куда будете ложить сено для того, чтобы кролик мог кушать его. А он ест только сено? Или что Нет, еще? сено – это основная пища у кроликов, то есть 80% питания – это сено. Далее идет корм для карликовых кроликов, также овощи, фрукты, зелень. А вот вы сено заготавливаете сами или вы же готовое покупаете? Нет, я покупаю готовое сено у фермеров. То есть покупаю в больших количествах большими тюками. Ну, я знаю, что помимо своего такого мимимишного внешнего вида, кролики еще могут озорничать достаточно хорошо. Так как они грызуны, значит, могут вот и такие проблемы тоже возникнуть, верно? Да, все верно. При содержании кролика в квартире им нужно обязательно прогулки. То есть кролика нужно выпускать, чтобы он бегал по квартире. В это время они могут погрызть обои, провода, то есть также могут испортить мебель. То есть все, что попадется вот им на пути, они будут попробовать это все. Вот сейчас ходит такое мнение, что кролики гипоаллергенные животные. Вы уже сказали, что это не так, но вот часто ли к вам обращаются, вот, мол, мы хотим кролика, потому что они гипоаллергенные? Ну, вообще, как бы были такие случаи, да, люди задают такой вопрос, но всегда говорю то, что аллергия может быть как не на самого кролика, а также на сено, на пыль, на корма вот эти, которые содержатся у кроликов. То есть кролики также линяют, то есть их нужно вычесывать, шерсть также будет летать у кроликов. Ну вот у нас в руках кролички такие небольшие. Это, как я понимаю, карликовая порода. Да, все верно. Карликовая порода. Порода называется минилоп. Она не так давно появилась в России, и размер этих кроликов может достигать 1 килограмма 600 грамм. То есть как небольшая собачка такие, да. Совсем вот как шпиц. А сколько они живут? В среднем 8-10 лет. Ну, на самом деле, вот приобретая кролика, вы приобретаете себе еще и друга почти на 10 лет, поэтому об этом задуматься нужно. Юлия, в преддверии Нового года мы поздравляем вас, желаем вам всего хорошего. Пусть ваши зверюшки растут здоровыми, сильными, крепкими. И у вас тоже есть возможность поздравить наших земляков, наших телезрителей с Новым годом. Хочу поздравить всех наших земляков с наступающим Новым годом. Всем желаю крепкого здоровья, благополучия. Пускай этот год унесет все проблемы, а Новый год принесет счастье и удачу. Юлия, спасибо вам большое. Друзья мои, помните, животное – это не новогодний подарок. Не стоит презентовать его человеку, в чьем желании заполучить такой сюрприз вы не уверены. Да, они жутко милые, но вместе с этим за ними нужен глаз да глаз. А мы с моим товарищем говорим вам до новых встреч. В эфире была самая позитивная, а теперь еще и самая мимимишная программа «Студия-11». Меня зовут Алена Туркина. Это мой товарищ Снежок. С наступающим вас Новым годом!